Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көрмегілік болды. Дамы и господа, с вами снова я, Юлия, from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. И сегодня вот из этой книги «Казахский язык для всех». Я очень надеюсь, кстати, что я не в зеркальном отображении, потому что вроде как я нашла функцию в своем телефоне, чтобы вы видели меня такой, какая я есть. Вот, и надеюсь, что вы правильно прочитали то, что я здесь показываю, да? Итак, давайте из этой книги прочитаем маленький абзац, и вы поймете, что читать по-казахски гораздо проще, чем может показаться. Погнали! Біздің мұғаліміміз егде өте шебер ұстаз. Оның сабақтары өте қызық, көңілді. Ал қазір бізге қазақша сөйлеп тұр. Тақырып бойынша сұрақтар қойып жатыр. Балалар жауап беріп отыр. Ну, конечно, я бы могла дальше все это читать, но мы ведь здесь сегодня собрались, собственно, как и всегда, для того, чтобы научиться читать. Так что давайте разбирать каждое слово. Я думаю, вы уже мои прошлые видики смотрели. Если нет, то обязательно посмотрите. Вот, там я разбираю каждую буковку. Ну, конечно, сейчас я тоже буду останавливаться и намекать, как же ее произнести. Так что, думаю, у вас все получится. Итак, слово «бездың». «Бездың». Для того, чтобы прочитать быстро, нужно научиться читать медленно. Ну, и чтобы прочитать большое слово, нужно его разделить по слогам. Собственно, практически любое слово можно разделить по слогам. Слово «бездың». В принципе, для начала можно прочитать через букву «и», но это чересчур мягко звучит, да? Попробуем прочитать через букву «ы». Тоже как-то не то, слишком твердо звучит. А вот палочка с точкой, которая здесь стоит в двух слогах, нечто среднее по мягкости звучания между буквами «ы» и «и». Еще раз. «Біздің», «биздин» и «біздің». «Біздің». Кстати, в данном случае ударение падает на последний слог. Как вы знаете, если стоит буква «ы» или палочка с точкой, как правило, в счет того, что эти буквы произносятся очень коротко, как правило, ударение перескакивает на слог вперед. Но если в слове только эти буквы, то действует стандартное правило ударения в конце. Вот такая магия. «Біздің». Дальше у нас идет буква «н» с хвостиком. Как же ее прочитать? Ну, для любителей английского языка все очень-очень просто. Буква «н» и буква «g», например, в слове English, дают казахскую букву «н» с хвостиком. Ну а для тех, кто с английским языком еще не знаком по какой-либо причине, объясню по-своему. Сначала произносим обычную букву «н», и понимаем, что языком мы упираемся в верхние зубы. Теперь мы снова произносим букву «н», но языком тянемся уже не к верхним зубам, а к верхнему небу. Да, собственно, небо у нас, наверное, одно. Ну, в общем, тянемся к верхнему небу, да? Где-то там вверху нашего рта есть небо. Вот так вот. И магия совершается в тот момент, когда мы до этого неба не дотягиваемся и пытаемся произнести букву «н» обыкновенную. «Біздің». Поехали дальше. Мұғаліміміз. Слово «мұғалім» изначальное, да, означает учитель, преподаватель. И здесь нам нужно что? Прочитать правильно букву «у» с черточкой снизу. Так вот, не пугайтесь, товарищи. Это всего лишь краткая версия буквы «о» обыкновенной. «Мо». Очень коротко произносится. Дальше идет буква «г» или буква «г» с черточкой посередине. Как же ее научиться читать? Например, я вас всегда учу, когда вы видите букву «к» с хвостиком снизу, я говорю, откашляйтесь через букву «к» обыкновенную, ну, или отхаркнитесь через нее, да? Вот здесь ровно та же ситуация, только через букву «г». Г. Либо произнесите букву «х», хана кому-то,
И сделайте ее более звонкой, и вы снова услышите звук Г, Г. Ну, есть еще один нюанс. Во многих регионах России очень часто искажают букву Г и говорят вместо город город, вместо горох горох, ну и так далее по списку. Если вы так умеете делать, то, пожалуйста, когда в казахском языке видите букву Г с черточкой посередине, используйте этот метод. Но не путайте эти буквы, букву Г и букву Г, потому что может получиться абракадабра. Вот такая магия. Идем дальше. Мога, мога. Дальше везде палочки с точкой. Их вы читать умеете. Лемамас, лемамас. Біздің мұғаліміміз. Біздің мұғаліміміз. Едем дальше. Егде. Ничего сложного. Все как пишется, так и читается, и ничего не искажается. И ни одна буква не теряется. Погнали дальше. Слово «те». Как прочитать букву О с черточкой посередине? Ну, нужно сделать следующее. Нужно использовать букву Ё. Да. Вот мы, когда произносим слово елка, ё, изначально слышим в букве ё и краткую. Вот эту и краткую убираем, и у нас остается звук либо произносим слово пес, убираем букву п, и после согласной буква ё звучит именно как те. Едем дальше. Щебер, щебер. Как пишется, так и читается, ничего не искажается. И Стас, Стас. Снова буква У с черточкой снизу, которую мы уже научились читать в слове «мұғаліміміз». Краткая версия буквы О. Итак, читаем целиком. Біздің мұғаліміміз егде өте шебер ұстаз. Біздің мұғаліміміз егде өте шебер ұстаз. Поехали дальше. Оның сабақтары өте қызық, көңілді. Оның. Буква «ы» читается очень коротко. Букву «н» с хвостиком вы читать уже умеете. Едем дальше. Сабақ, сабақта, сабақтары. Оның сабақтары. Букву «қ» с хвостиком я, кстати, тоже только что уже вам напомнила, как читать. Да? Нужно просто откашляться через букву «к» обыкновенную. Едем дальше. Сабақтары өте. Прочитать вы тоже можете. Қызық, қызық. Буква «ы» читается очень коротко, будто бы ее вообще нет в этом слове. Қызық, қызық. Букву «к» с хвостиком вы читать умеете. Пардон. Едем дальше. Слово көңілді. 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 Букву «э» вы читать умеете, букву «н» с хвостиком вы читать умеете. Но чтобы не было сильно тяжело, сначала прочитайте через букву «н» обыкновенную, а потом уже тренируйте «н» с хвостиком. Көңілді, 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 көңілді. Палочки с точками вы читать умеете. Оның сабақтары өте қызық, көңілді. Оның сабақтары өте қызық, көңілді. Едем дальше. Ол қазір бізге қазақша сөйлеп тұр. Ол қазір, палочка с точкой, напомню, читается очень коротко. Бізге, снова палочка с точкой, которая читается очень коротко. В конце стоит буква Е, которая как пишется, так и читается. И вообще не искажается, как это делается иногда в русском языке. Ол қазір бізге қазақ, қазақша сөйлеп тұр. Ол қазір бізге қазақша сөйлеп тұр. Поехали дальше. Тақырып. Ничего сложного, да? Буква «ы» единственная читается очень коротко. Тақырып. Но для начала читайте, чуть подольше, как в русском языке, а затем сокращайте вот это вот звучание буквы «ы». Тақырып. Вот и вся магия. Дальше слово «бой», «боя», «бойынша». Надеюсь, вы заметили, что ни одна буква не потерялась, просто
Несмотря на то, что все гласные здесь твердые, слово за счет буквы, за счет и краткой прозвучало достаточно мягко, да? Боинша, боинша. Но вообще слово твердое. Едем дальше. Сұрақтар, сұрақтар. Буква У с черточкой снизу — это краткая версия буквы О. Сұрақ, буква К с хвостиком снизу, просто откашляться через букву К обыкновенную. Сұрақтар, снова буква К, қойып, жатыр, қойып. Буква И читается очень коротко. Қойып, жатыр. Ол қазір бізге қазақша сөйлеп тұр. Тақырып бойынша сұрақтар қойып жатыр. Едем дальше. Балалар. Балалар жау, жауап, беріп, отыр. Балалар жауап, беріп, отыр. Дамы и господа, я вам уже все объяснила. Надеюсь, сейчас вы прочитаете вслух вместе со мной. Біздің мұғаліміміз егде өте шебер ұстаз. Оның сабақтары өте қызық, көңілді. Ол қазір бізге қазақша сөйлеп тұр. Тақырып бойынша сұрақтар қойып жатыр. Балалар жауап беріп отыр. Я надеюсь, у вас все получилось, и вы воодушевились еще больше. Вот так вот на маленьких абзацах из текста мы, надеюсь, продолжим с вами делать видики и обучаться чтению. Ну, не только же нам словосочетания читать, да, собственно, для чего мы здесь учимся читать? Для того, чтобы в жизни нам было легче ознакомиться с любой информацией. Так сразу про себя прочитали и поняли, о чем речь. Ну, может быть, даже не поняли, о чем речь, но, по крайней мере, вам будет легче спросить кого-то, а что же здесь все-таки написано, и никто из вас не будет краснеть. Ой, у меня не получается. Нет, вы теперь будете прекрасно читать по-казахски. Ну, а с вами была я, Юлия from Казахстан, и увидимся в следующий раз.